Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Каждый день мы получаем новости с фронта, где вооруженные силы Украины, Генеральный штаб Сбройных сил Украины сообщает нам о потерях фашистской России. Мы видим видео, мы видим фото, мы видим сообщения, интервью с разными бойцами, которые бьют оккупанта так, как оккупанту и не снилось. Давно их так не били. Со времен русско-чеченских войн их так не били. И сейчас мы получаем сообщения не только с фронта, где инициатива полностью в руках Валерия Залужного и вооруженных сил Украины, но и из фашистской России. Неизвестные летательные объекты от неизвестных государств или галактик, не знаю, инопланетян, кто-то наносит удары по фашистской России, начиная от Кремля, заканчивая по мосту или там самому захудалому городишку российскому, где у них хранятся боеприпасы или проживают военные преступники. Вчера был нанесен удар по Таганрогу. Каждый день, в принципе, происходят удары, но вчера был такой заметный удар по Таганрогу, где русские в черте города прятали военное оборудование, и оно было успешно уничтожено. Сегодня был нанесен удар по Москва-Сити. Не знаю, почему они называют таким ненавистным словом Сити. Могли бы Лапти назвать там, или Щи, Москва-Щи, или Москва-Лапти. Так вот, был удар нанесен по гордости фашистской России, по Москва-Сити. Сообщается, что удар, скорее всего, наносился либо по какой-то лаборатории, либо по какому-то одиозному террористу, который причастен к войне против Украины. Пока неизвестно, достигли ли ракеты своих целей, уничтожена ли лаборатория или уничтожен ли этот военный преступник. Но факт сам нанесения удара говорит сам за себя. Так будет продолжаться. Будут более мощные удары по фашистской России, по фашистской Москве. Будут более мощные удары. И если русские думают, что они будут безнаказанно убивать жителей Киева, Одессы, других городов, если они будут уничтожать там города в Сирии, в Грузии, в Чеченской республике Ичкерия, оккупировать эти территории, то они глубоко ошибаются. Бог все видит, и рано или поздно человечество положит конец этому. Просто человечество хочет жить и созидать, в отличие от фашистской России, которая хочет управлять, командовать, властвовать. Фашистской России приходит конец. И все, кто является пособниками фашистской России, вы будете нести ответственность. И удары, которые будут наноситься по фашистской России, будут все сильнее и сильнее. И инопланетяне, как и весь мир, и как Бог, все на стороне Украины. И инопланетяне будут бомбить вас каждый день. Еще с каждым днем все более мощными и мощными бомбами. Не забывайте об этом. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.